Салам, друзья, меня зовут Саша. Сегодня особенный день, День независимости Кыргызстана. Друзья, я приготовил для вас особенный подарок в этот день. За эти 5 месяцев прекрасной дружбы с вашей страной я успел влюбиться в Кыргызстан. Думаю, что сейчас я знаю о вашей доброжелательной стране больше, чем о своей родной Украине. Именно поэтому в этот день я хочу вам подарить кое-что особенное, что вам, возможно, еще никто не дарил. Я знаю, кыргызы очень гостеприимный, дружелюбный и жизнерадостный народ, поэтому этот подарок для вас. Мне уже не терпится побыстрее начать, чтобы вы увидели, что я для вас приготовил. Давайте же мы с вами вспомним, чем гордится независимый Кыргызстан в день своего рождения. Поехали! Я узнал о Чингизе Айтматове, ведь депутат Дастан Бекешев отправил мне вот эту вот самую книгу. Это великий кыргыз и литературный классик Чингиз Айтматов. Да, я думаю, вы уже видели видео про то, как мне депутат дарил эту книгу. А это как раз таки фрагменты из передачи про него, на которую я делал реакцию, собственно говоря, в том видео. Также мы с вами знакомились с кыргызскими играми, и игра Кокборо повергла меня просто в шок. Потому что, ну, она очень жесткая. Но теперь я понимаю то, что эта игра настоящее проявление смелости и силы духа кыргызского народа. Ух. Очень мощно. А это игра Кыскумай, про которую у меня тоже было видео. Это очень необычная игра, где мужчина должен догнать женщину. Эту игру я лично называю погоня за поцелуем, потому что если мужчина догоняет девушку, то он получает шанс ее поцеловать. Да, очень веселая игра. Ух ты, а это борьба на поясах под названием Алыш, которая, кстати, очень похожа на самбо, которым занимался мой папа в детстве. Победа. А вот зрители сидят в колпаках. Очень необычная игра. Борьба на поясах называется на русском. О, а это охота с беркутом. На самом деле, друзья, до того, как я познакомился с Кыргызстаном, я думал, что приручать можно только собаку, потому что собака — это лучший друг человека, как многие знают. Но, оказывается, нет. Я реально даже не мог подумать, что люди могут приручить беркута. О, Валентина Шевченко, ну как же без нее? Это чемпионка мира, которая бросила вызов даже мужчинам. Я думаю, с ней очень сложно спорить о правах женщин. Друзья, ну а теперь мы поговорим с вами о природе Кыргызстана. Это то, что меня очень сильно поражает в Кыргызстане. Топ из топов для меня, конечно же, озеро Иссык-Куль. Или Иссык-Куль, я до сих пор не знаю, как правильно. А также мне очень нравится гора Сулейман-Тоо, которая в городе Ош. Давайте сейчас я вам расскажу немного фактов о озере Иссык-Куль. Возможно, вы даже некоторые из них не знали. Хотя вряд ли, наверное, все знали. Так вот, Иссык-Куль 7-й в рейтинге по счету самых глубоких озер мира. В это озеро впадают 80 небольших рек, в то время как ни одна не вытекает. Также Иссык-Куль занимает 26 место в списке самых больших озер во всем мире. Ну, в общем, как-то так. Да. Вот оно, озеро Иссык-Куль. Жемчужина Кыргызстана. По-моему, так называют его, правильно? Это же эти Огус. Это ущелье в Кыргызстане. Ну и гора, наверное, тоже, потому что что-то не помню. Это видео снималось в августе 2013 года. О, это Саручилек. Тоже озеро. Очень красивые пейзажи. Там тоже было озеро, кстати. Посмотрите, какой красивый пейзаж был. Ой, быстренько ушел. Вот, смотрите, какой красивый. Зимний. Я помню, в одном из своих видео я задавал вопросы по поводу того, выпадает ли в Кыргызстане снег. И как я тогда ошибался, что думал, что в Кыргызстане выпадает мало снега. Это далеко не так. Выпадает очень много снега, намного больше, чем у нас в Украине. Друзья, сейчас мы увидим с вами танец Каражорга. Это невероятный танец, который я попытался повторить, но оказалось, что это сложнее, чем кажется. В общем, смотрим и, наверное, будем смеяться. По крайней мере, я точно буду. Посмотрите на мое лицо. У меня чисто каменное лицо, и я танцую такой. Примерно. Знаете, когда
когда я первый раз увидел этот танец, мне показалось, что, ну, как бы, ну, очень легко его Да, станцевать, просто а так на самом деле взять и нет. делать, да и все. А вот на деле это довольно... А теперь города, в которых мне удалось попутешествовать виртуально, и не только, но это уже отдельная история. Вот он, Бишкек, столица Кыргызстана, а вот памятник Манасу. Я помню то, что в Бишкеке есть площадь Победы и Вечный огонь. Слушайте, мне кажется, очень громко. Я сделаю немножко тише. Также в этом городе снималось очень много прикольных кыргызских клипов. Например, Ак Орга Бойс сняли про этот город целый клип, где они рассказывали, как сильно его любят. Ух ты, а это город Ош и самая известная гора в Кыргызстане Сулейман-Тоо. Очень красивые пейзажи. Кстати, друзья, давайте сейчас я верну гору, вот так вот, и расскажу вам немножко фактов о горе Сулейман-Тоо. На вершине горы находится мечеть Тахты Сулейман. На горе Сулейман-Тоо расположено 7 пещер. Самая известная из них это Чакка, Тамар и Телеункур. Кстати, про это я не знал. Знал то, что 7 пещер, но какие я не знал, только что прочитал. В общем, как-то вот так. А это, наверное, театр. Я не помню, что это, если честно. В общем, очень красивый и необычный город. Ух ты, а это город Каракол, который расположился на берегах озера Иссык-Куль. Я помню, как я говорил то, что... Я помню, кстати, как я удивлялся тому, то, что здесь, смотрите, как сделаны дороги и такие небольшие квадратики с землей и постройками. Это очень прикольно выглядит и необычно. Такое впервые увидел тогда. О, а это пляж, озеро Иссык-Куль. Хотел бы я там побывать. Все. В общем, как-то вот так. Также, друзья, я вспоминаю, как я пытался выучить ваш кыргызский язык. И снимал про это отдельное видео, где я, собственно говоря, учил его и учил вас украинскому. Это было сложно, но у меня даже что-то получилось. Давайте посмотрим этот фрагмент, потому что, если честно, я уже забыл, что я там говорил. Вот он. Вот оно, мое предложение, которое мы написали. И все, начинаем. Салам манин, атым Саша Болот, мен Украиниан, Николаев Шаарынан, Болом, мен Келип, Селерди, Умдешу, Мумукун, Биз Абадан, Кос, Жана, Кызыкту, Бар. Точка. В общем, как-то вот так. Ну, в принципе, получилось довольно неплохо, как настоящий кыргыз. Конечно. В общем, кыргызский язык хоть и сложный для меня, но он очень прикольный, и он угловат, как ваши горные вершины. Вот я придумал, да? Прикольно. Кстати, друзья, все видео, которые были в сегодняшнем видео, есть на этом канале, я вам оставлю ссылки на них в описании. Там подсказки сможете найти, можете посмотреть. Да. И, в общем, теперь я ощущаю себя... как минимум на треть кыргызом. Поэтому День независимости Кыргызстана для меня теперь тоже праздник. С днем рождения, мой любимый Кыргызстан. Или, как вы мне написали, Эгемендуулук Кунун Менен Кыргызстан.